Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Стоимость бензина в стране обратила на себя внимание. Стабилизацию цен обещают в ближайшее время. Ветхий деревянный дом, отсутствие воды и отопления в самые суровые зимы. Вот уже 30 лет семья Сметаниных из Якутска ждет очереди на получение жилья. Саха-гимназия в этом году готовится встретить учеников в новом облике. Капитальный ремонт по федеральной программе близится к завершению. Не просто вид уличных танцев, но и олимпийский вид спорта. В Якутии обсудили развитие брейк-данса. До конца этой недели в Якутию придет долгожданное потепление. Правительство России ожидает стабилизации оптовых цен на бензин, так как нефтеперерабатывающие заводы вскоре должны выйти с ремонтов и наполнить рынок предложением. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Новак. По его словам, год к году рост даже на 5-7% на биржах. Напомню, в четверг биржевая стоимость бензина марки «Регулятор 92» в европейской части страны по итогам торгов впервые поднялась выше 63 тысяч рублей за тонну. А цена бензина марки «Премиум 95» превысила 69 тысяч рублей за тонну, вновь обновив рекорд. Ну а между тем, нынешнее повышение цены на бензин может сработать одним из тех сигналов для тех, кто задумывался, но пока еще не решился перевести автомобиль на газомоторное топливо. В Якутии уже не первый год действует программа субсидирования, по которой государство оплачивает 90% стоимости перевода автомобиля на газ. В Якутске и других городах нашей республики активно развиваются сети газозаправочных станций. Помимо очевидной экономии, газомоторное топливо обладает и более низким классом пожароопасности, чем жидкое топливо – бензин или дизель. То есть топливо газовое, метан, как было и в прошлом году, и неделю назад, и 2, и 3 года назад, стабильно 20 рублей 50 копеек. То есть стабильно здесь, да, то есть нету этой индексации бесконечной. Вот мы только что с вами видели, заправлялась очередная семья. По-моему, это лучший момент как раз, да, и воспользоваться, и получить экономию для своего семейного бюджета. Кстати, за последний год у нас рост потребления метана, у нас только в республике, 23%. Рабочий визит главы Якутии Айсена Николаева в Чурапчинский район начался с радостного события. 13 хозяйств Улуса получили ключи от новой техники. Затронули в ходе поездки тему газификации. Чурапча будет полностью газифицирована в 2024 году. На данный момент сварены более 6 километров труб, выкопано 2 километра траншей. Все необходимые материалы уже завезены. Ну а к концу этого года в селе появится новый культурно-спортивный комплекс. Глава республики также поручил не замедлять темпы строительства и ввести вторую очередь больничного комплекса Чурапчинской центральной районной больницы. Напомню, объект планируют создать в декабре этого года. Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников провел заседание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Выслушав отчеты подрядных организаций о дорожных работах, он поручил устранить отставание от графика и ускорить темп производства работ. Напомню, в текущем году в республике в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется обеспечить ввод 267 километров автомобильных дорог. Из них 244 километра регионального значения и 22 километра городской агломерации Якутска. Кроме того, планируется ввод мостовых переходов общей длиной 500 погонных метров. Рассмотрены те подрядные организации, которые работают по автомобильным дорогам регионального значения. Это Мухтуя, Мюрю, Борогон, Имикон, Яна и также Бетюн, где на сегодня подрядные организации отчитались, но несмотря на это, четко даны поручения заказчику усилить контроль на местах работы и также подрядным организациям усилить, добавить дорожно-строительной техники и рабочей силы на местах. Ленские дачники ждут с нетерпением завершения ремонта дачной дороги. Этот участок дорожного полотна требовал реконструкции уже много лет. И вот совершилось. Районная администрация выделила денежные средства более 72 миллионов рублей на асфальтирование почти 6 километров дороги. Подробности расскажет Анна Кожевникова.
Дачники могут больше не опасаться за свой автотранспорт, добираясь до садово-огороднических участков. Раньше эта дорога была настоящей полосой препятствий, где можно было запросто ставить покрышки и уничтожить подшипники. Теперь же садоводы-любители могут беспрепятственно добираться до своих дач с ветерком и буквально за считанные минуты. Буквально за это и следующее лето дорога будет реконструирована. Слой за слоем появляется асфальт на старенькой дачной дороге. Компания «Арарат», зарекомендовавшая себя как добросовестный подрядчик, сдала первый этап работ. Было отремонтировано и уложено 1,9 километров асфальта. Также проведено отсыпание двухслойное на участке 2,2 километра. Это участок дороги от первого дачного магазина и до конечной остановки. Дорожное полотно будет слоем не менее 4 сантиметров и в ширину 7 и более метров. Планируем до 10 августа закончить второй этап. Подготовительные работы уже сделали. У нас асфальтовый завод свой, техника своя, никаких проблем. Лишь бы была погода, мы готовы работать. А третий этап работ будет проходить уже летом 2024 года, так как контракт трехлетний. Свыше 72 миллионов рублей затрачено на эту дорогу из районной казны. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Памятник Ленину на центральной площади Нерюнгри нуждается в ремонте и реставрации. 6-метровая бронзовая скульптура вождя мирового пролетариата считается одной из достопримечательностей столицы Южной Якутии. Этот памятник дал название всей площади, где проводятся главные события – праздники, митинги, концерты и народные гуляния. Он был установлен 36 лет назад, и за эти годы плитка заметно обветшала и потеряла эстетический вид. Сейчас начались ремонтные работы, изготовлен каркас, и ведется отделка мраморной плиткой. Ориентировочный срок окончания реконструкции памятника – 15 августа. Глава города Нерюнгри принял, так как это лицо города, принял решение о том, что необходимо провести ремонтные работы пьедестала памятнику Ленина, так как все-таки это и память, и лицо города. Мы не должны забывать про такие важные мероприятия, как ремонт наших памятников. Ветхий деревянный дом, отсутствие воды и отопления в самые суровые зимы. Именно так живет многодетная семья Сметаниных. Вот уже 30 лет они стоят в очереди на получение жилья, но до сих пор никакой ответ не был получен. Семья Сарданы Сметаниной все так же проживает в аварийном здании общежития школы-интерната, где она работает практически всю свою жизнь. В проблемах семьи разбиралась Марина Захарова. Сардана Сметанина – воспитанница Нюрбинского детского дома, муж-инвалид 3-й группы, 3 детей. Семья из 5 человек ютится в 2 комнатах холодной квартиры 18 квадратных метров деревянного общежития, признанного аварийным. Температура в доме стоит около 15-18 градусов в зимнее время. Семья ходит в теплых одеждах и обуви, спасается лишь электрическим обогревателем. Просто помыться – тоже проблема. Приходится обходиться старым умывальником и тазом для стирки. Я ходила все время по этим министерствам, мэрию, правительство. Вот на очередь поставили. Все получили, кроме меня. Это с 95-го года. Ассоциация малочисленных народов. Сардана Сметанина – младший воспитатель. Муж, будучи пенсионером по инвалидности, подрабатывает охранником. Зарплата у всех небольшая, потому и 15 лет назад они встали также еще в одну очередь в качестве малоимущей семьи. В поисках справедливости и попытки улучшить жилищные условия они обращались в соответствующие органы. Однако там не желали ничего слышать и тем более как-то разбираться в ситуации. Говорят, нету ничего. Жилья нет, ничего нет. Ничего никому не дают. Выгоняют нас, как собак каких-то. Как потом люди. Мужа вообще там тот раз пришли, чуть до виселицы его там наругали, чуть он и повесился. Заслуженный работник образования, представитель коренных малочисленных народов. Муж – тоже ждущий свою очередь, но уже как нуждающийся по инвалидности. Все эти моменты должны были хоть как-то им помочь. И программа действительно работает, но бюджет ограничен, и сразу выделить помещение возможности просто нет. Есть также вероятность потери рабочего места в связи с уходом на пенсию, что в таком случае грозит потерей и этого жилья. Юридического решения в данный момент мы не видим такого однозначного, чтобы это было эффективно, быстро и однозначно защищало их интерес. Вроде бы они прямо не нарушаются, конечно, кроме самого проживания в аварийном здании, да, то есть можно обратиться к работодателю, предоставление других условий, но вы сами понимаете, что внебюджетные фонды у таких
учреждения, они небольшие. Эти люди заслуживают поддержки. Они много сделали, в лице супруги, особенно в системе образования, да, и совершенно не виноваты, что в силу какой-то занятости, правовой неграмотности в тот период они обратились своевременно за помощью. Дело семьи Сметаниных продолжается, поскольку на данный момент какого-либо решения проблемы пока нет. Но будут приложены все силы, чтобы хоть как-то им помочь. Марина Захарова, Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. Саха-гимназия готовится в этом году встретить учеников в новом облике. Капитальный ремонт, который там ведется в рамках федеральной программы, близится к завершению. На сегодня готовность объекта составляет 72%. Осталось завершить внутреннюю отделку и установить новую мебель и оборудование. О том, как продвигаются работы, расскажет Евгений Байден. Благодаря федеральной программе капитального ремонта в Саха-гимназии строительно-отделочные работы начались с 4 апреля. Там на сегодняшний день полностью обновили полы, кровлю, двери, электрику, систему отопления, вентиляции и канализацию. Кроме этого, в рамках капитального ремонта были приобретены компьютерная техника, столовое оборудование и школьная мебель, которая соответствует всем стандартам общего образования. Здесь проводятся строительные работы, косметическая работа. И самое важное для нас – это поменяли полностью канализационную систему, внутреннюю, так и внешнюю, и систему вентиляции. Так как это в первую очередь влияет на наше здоровье, здоровье учащихся, также работников. На данный момент на объекте задействовано порядка 32 человек, и каждый день объемы меняются. В ближайшее время ожидается цветовое решение по внутренней отделке, и тогда количество людей будет увеличено. Площадь здания большая, но, по словам заказчиков, они стараются уделить внимание каждому участку и при необходимости решить все проблемы, связанные с ремонтом. Без проблем не бывает. В принципе, они все были решаемы. Да. Мы в тесной связке с АХЧ школы, с руководством школы, да, Валентиной Васильевной. Поэтому, в принципе, все решаемо. Мы тут какие-то даже в процессе ремонта доработки вносили, да, немножко, скажем, выходя за пределы сметной стоимости. Это было незначительно, поэтому подрядчик легко на это шел. Завершение основных работ планируется к 10 августа. К тому времени будет проведена генеральная уборка от мусора и строительной пыли. А после появится возможность привезти парты, мебель и другое оборудование, которое необходимо для качественного обучения учащихся Саха-гимназии. Евгений Байден, Татьяна Филиппова, Артем Алексеев, Якутск. В минувший четверг судебные приставы принудительно выдворили за пределы страны 7 иностранных граждан, нарушивших порядок пребывания на территории Российской Федерации, в частности в Якутии. Им было назначено наказание в виде штрафа и административного выдворения на родину. Всего за полугодие текущего года сотрудниками органов принудительного исполнения принудительно выдворено за пределы страны более 40 иностранцев. С начала проведения СВО организована работа по оказанию психологической поддержки в очной и дистанционной формах. Охват составил 9125 человек. Психологи дежурят в едином центре отбора граждан на военную службу по контракту, в санатории «Абырал» и в Госфонде «Защитники Отечества». С этого месяца психологи работают также в военном клиническом госпитале Минобороны в Ростове-на-Дону. Помощь получили 83 бойца. Напомню, в Амгинском районе начал работу Центр компетенций психологической работы и была запущена программа «Главный муниципальный психолог». За оказание психологической помощи, а также за фиксацией заявки и с перенаправлением в последующем необходимо обращаться на горячую линию 122. Для получения медицинской помощи демобилизованные участники СВО обращаются в поликлинику по месту прикрепления, где организован зеленый коридор. В настоящее время в медицинские организации республики обратилось более 1000 участников СВО и более 1500 членов семей, в том числе и 500 детей. Нижний предел призывного возраста в России решили не повышать до 21 года. Таким образом, призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. Поправка ко второму чтению законопроекта была поддержана Комитетом Госдумы по обороне. Глава комитета Андрей Картополов объяснил, что возрастные границы призыва расширят в соответствии с пожеланиями молодых людей, которые мечтают пойти служить в армию. Депутат также пояснил, что новые нормы заработают с 2024 года. Они не коснутся при этом осеннего призыва. Российских школьников начнут обучать управлению беспилотниками с 1 сентября. По словам сенатора Артема Шейкина, инициативу направили министру обороны России Сергею Шойгу.
Предложение также рассмотрели и поддержали в Минпросвещении России. Ранее профильный министр России Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в школах начальную военную подготовку будут преподавать в рамках уроков ОБЖ для 2 последних годов обучения. Напомню, с осени основы боевой подготовки также внедрят в вузы страны. На это планируют выделить 108 часов, из них 72 аудиторные занятия и 36 часов самостоятельной работы. В офисе якутского филиала Фонда «Защитники Отечества» появился детский уголок. Филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» вручил благодарственное письмо предпринимателю Галине Новодворской, которая не осталась в стороне и оказала материальную поддержку фонду в обустройстве зоны отдыха для детей, где они могут играть, рисовать или читать книги. Напомню, Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» создан по указу президента страны Владимира Путина и будет работать по всей стране. Параллельно наш филиал продолжает работу с организациями-партнерами и бизнес-сообществом региона. Предприниматели республики уже начали оказывать поддержку филиалу, например, в обустройстве детского уголка, который у нас находится. И благодаря им дети и внуки участников специальной военной операции сегодня имеют возможность во время приема у социальных координаторов занять время играми, рисованием, чтением. Думаю, что мы не должны оставаться в стороне от происходящих событий и по возможности оказывать помощь как семьям участников специальной военной операции, семьям погибших ребят, их детям. В поселке Нижний Куранах Алданского района появилась еще одна комфортная досуговая локация. Летняя многопрофильная спортивная площадка – это результат совместной деятельности местных властей и золотопромышленников. На открытии объекта побывал Руслан Павлов. Пасмурная погода и кратковременный дождик не испортили настроение куранахцам, собравшимся на открытии многофункциональной спортивной площадки. Очередная комфортабельная территория здоровья появилась благодаря социально-экономическому партнерству администрации поселения и золотодобывающей компании «Полюс Алдан». Я уверен, что данная спортивная площадка будет являться центром здоровья, центром притяжения всех жителей, для того, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми. А для кого-то и первый шаг к олимпийским наградам. Средства на возведение спортивно-досугового объекта выделила золотодобывающая компания. Благодаря вложению 22 миллионов рублей созданы 4 зоны для игровых и общеукрепляющих видов спорта с тренажерами и оборудованием. Вспоминаю не так давно прошедшие годы, когда действительно и о компании «Полюс Алдан» говорили, наверное, больше плохого. Также в поселке говорили, что этот поселок не имеет возможности будущего. И сейчас мы убеждаемся, что вот этот симбиоз промышленности и жителей поселка дает хорошее развитие во всех направлениях, как и в производстве, так и в жизни, в социальных условиях. Постарались и подрядчики. Кстати, местные предприниматели, проверенные временем. Они на совесть выполнили работы и внесли свою лепту в благоустройство Куранаха. Спортсмены и жители в восторге, а дети сразу облепили занимательные тренажеры. Появилась еще одна локация у нас, да, это очень прям хорошо, и это опять же даст большой толчок для развития спорта, как и в Нижнем Куранахе, так и в районе, потому что ребята и в районе, и в Алдане, и в других населенных пунктах занимаются, тоже вместе со всеми участвуем в этом деле. Вот, надеюсь, что все ребята будут следить за этой площадкой, вот, ну и будем какие-то успехи с этого иметь в спорте. Спортивная площадка открыта, а социально-экономическое партнерство продолжается. В планах этого года завершение строительства крытого хоккейного корта и стеллы на въезде в поселок. Руслан Павлов, Александр Лукин, поселок Нижний Куранах, Алданский район. Якутские брейкеры и президент Союза танцевального спорта Людмила Николаева обсудили ближайшие планы и направления развития брейкинга. О том, как прошла встреча, расскажет Мария Кардашевская. В конце прошлого года брейкинг перешел под кураторство Союза танцевального спорта региона. Людмила Николаева отмечает, что начать заниматься брейкдансингом очень легко. Нужно только желание и спортивная одежда.
Брейкинг является олимпийским видом спорта с 2020 года. И, конечно, у наших ребят, те, кто хотят заниматься этим очень интересным видом спорта, появился большой шанс стать олимпийскими чемпионами. Во время встречи удалось обсудить вопросы, связанные с популяризацией брейк-данса на территории региона, а также дальнейшего развития спортивного движения. На сегодняшний день команда из Якутии может похвастаться серьезными успехами. За плечами ребят не один фестиваль, в том числе всероссийские и международные, множество мастер-классов и встреч. Иван Степанов, лидер движения брейкинга в Якутии, в далеких 2000-х годах стал родоначальником этого спорта. И сейчас Иван вместе с единомышленниками масштабирует большое сообщество, которое активно развивается. Мы стали взаимодействовать с Союзом танцевального спорта непосредственно с президентом Союза Людмилой Валерьевной Николаевой, а также с исполнительным директором Вячеславом Ефимовым. Собственно, где-то вот с 2020-2021 года мы потихонечку, выстроив взаимоотношения, стали вместе работать, и наше сообщество брейкинга Якутии продолжает потихоньку все это развивать, и за последнее время мы видим, что, в принципе, все у нас хорошо получается. За последние несколько лет была проделана серьезная работа по развитию брейкинга. Благодаря личному участию Людмилы Николаевой и плотной работе с представителями Всероссийской Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла у ребят появилось еще больше возможностей участия в соревнованиях высокого уровня. Цели на ближайшее время у Союза амбициозные. Ребята считают, что находятся в самом начале своего пути и впереди еще много работы. Надо понимать, что первое полугодие этого года прошло, и второе полугодие оно связано опять же с тренировками, с проведением учебно-тренировочных сборов. Это когда приезжает специалист, профессионал, который развивает, работает с нашими брейкерами. Да? Это мы планируем в августе, посмотрим. Возможно, это будут выездные сборы. Возможно, у нас здесь Якутия. В скором времени брейкеры планируют принять участие в соревнованиях в Хабаровске и в большом всероссийском мероприятии «Триколор», которое состоится в Мирном. Союз танцевального спорта Якутии приглашает всех желающих присоединиться к их движению не только в Якутске, но и по всей республике. Мария Кардашевская, Якутск. И в завершении выпуска коротко о погоде. С воскресенья в республику придет долгожданная 30-градусная жара. Теплая воздушная масса придет из Монголии. В субботу в центральных и южных районах республики местами возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +8, +13 градусов, днем будет не выше +20, +25. В воскресенье дожди прекратятся, и воздух прогреется до +24, +29 градусов, на западе до +32. На этом все. Оставайтесь с нами.